Друзья, добрый день, с началом новой недели. И перед тем, как настроиться на новые дела и заботы, давайте подведем итоги недели минувшей. Меня зовут Виталий Обедин, и у нас обзор самых интересных событий прошлой недели. Начало ушедшей недели, понедельник, совпало с 1 мая, и на улице традиционно вышли колонны трудящихся с плакатами «Мир», «Май», «Труд». Ведь пандемия коронавируса закончилась, и наконец можно собираться больше 3. Простите, никто не вышел. Столица и большая часть населенных пунктов Якутии отказались от первомайских мероприятий. Официальные празднования ограничились виртуальными открыточками в личных аккаунтах отцов республики в социальных сетях и отдельными камерными мероприятиями. А знаете, что интересно? Изначально отказываться от марширующих колонн на 1 мая никто не планировал. Федерация профсоюзов республики даже написала и направила заявку на проведение шествия при поддержке мэрии города Якутска по улицам города, но затем резко ее отозвала. Было заявлено, что вместо шествия колонн с плакатами, шариками и гвоздиками 1 мая отметят по-другому. Официальными встречами, собраниями и гуманитарными акциями, почему-то в поддержку участников СВО. Почему отменили? Внятных ответов не последовало. Но неофициально все ссылаются на угрозу террористических атак. Что примечательно, всевозможным предвыборным мероприятиям и встречам, например, в рамках праймериз той же «Единой России», террористы почему-то угрожать не способны. Ничего не понимаю. Лично мне кажется, что власти Якутии только вздохнули с облегчением, когда выяснилось, что проводить мероприятия не надо, поскольку столица абсолютно не готова к проведению каких-либо масштабных мероприятий. Город по сей день полузатоплен талыми водами, грязен, неухожен и абсолютно не праздничен. Почти не было даже социальной рекламы, связанной с 1 мая, как это случалось прежде. Повсюду только агитки политических партий и плакаты в поддержку СВО. Честно говоря, такого наплевательского отношения к наступлению праздничных всероссийских, что важно, дат давно не могу припомнить. Доходит до смешного. Единственный кусочек города, который сейчас усиленно чистят, моют, драют, это Площадь Победы. Потому что именно на ней будут вести репортажи с официальных мероприятий в честь 9 мая. Показуха уверенно становится фирменным стилем якутского руководства. Идем дальше. С начала недели президент России Владимир Путин провел целый ряд встреч, прямых и по видеосвязи, с губернаторами регионов страны. Например, с главой Ямало-Ненецкого округа Дмитрием Артюховым, с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, с руководителем Нижегородской области Глебом Никитиным, а вот первого лица Республики Саха-Якутия Айсена Николаева в этом списке не оказалось. Между тем, эту встречу якутяне, многие якутяне ждут с большим нетерпением, ведь она поставит точку в вопросе, который мучает многих. Разрешат ли действующему главе республики идти на выборы в сентябре этого года на 2-й срок? Сам он очень хочет. Челобитные от населения, упрашивающего выдвинуться на 2-й срок, государственные медиа нам регулярно подсовывают, но без разрешения Владимира Владимировича никак. Я думаю, что мои коллеги и друзья поддержат, и вы нам должны дать слово, что вы выдвигаетесь на 2-й срок. Спрашивается, откуда такая тревога по поводу разрешения? Все очень просто. Не будет встречи и благословения от Владимира Путина, будет другое – досрочная отставка и назначение в Рио. Напомню зрителям, что за последние 20 лет ни один глава Якутии, ни один мэр столицы республики не ушел с поста самостоятельно по истечении срока своих полномочий. Все в какой-то момент осознавали, что они «я устал, я мухожук» и отрекались от якутского престола в пользу других кандидатов. Уходили, как правило, со 2-го срока, но все равно до истечения своих полномочий. Так, например, Вячеслав Штыров покинул пост президента Якутии по состоянию здоровья в 2010 году. И сам, к слову, это состояние никогда не комментировал. Егор Борисов складывал полномочия аж дважды, как последний президент Якутии в 2014 году, чтобы принять участие в выборах уже как первый глава республики, и в 2018 году, когда осознал, что в руководстве нужна молодая кровь. То же самое можно сказать и о мэрах Якутска. Михальчук, Заболев, Николаев, Авксентьева – все сложили полномочия до того, как они истекли. Учитывая, что до нынешних выборов осталось времени всего ничего, неопределенность со 2-м сроком Айсена Николаева должна разрешиться буквально в ближайшие пару недель. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья. От событий, которые еще только должны произойти, вернемся к событиям, которые все-таки уже произошли.
В середине прошлой недели, 3 мая, в Госдуме России состоялось мероприятие, имеющее для Якутии, прямо скажем, большое значение. Но при этом почему-то вот дружно всеми проигнорированное. Депутатами, средствами массовой информации, социальными сетями. Состоялось обсуждение поправок в ФЗ об ответственном обращении с животными в Российской Федерации. В народе он более известен как «Закон Бурматова». Это федеральный закон, пролоббированный депутатом от «Единой России» Владимиром Бурматовым, который очень любит собак. Закон запрещает с 2018 года отстрел и усыпление бродячих животных. Их можно только ловить, лечить, берковать и выпускать обратно на улицы. Агрессивных же особей положено содержать в специальных приютах пожизненно. В Якутске таких приютов нет, есть только пункт передержки, где собак держат временно. Результат мы знаем. Зимой 2021 года от клыков собак погибла женщина-ученый, доцент СФУ Сардана Слепцова. За несколько дней до ее гибели якутский пункт передержки, расположенный на улице Отеченко, объявил о том, что планирует выпускать самых крепких и сильных собак зимовать на улицах, потому что он переполнен. После гибели Сарданы Слепцовой состоялся еще ряд трагедий. Собаки нападали и натурально задирали людей в Забайкальской области, в Архангельской области, в Башкирии. Весной уже текущего года собаки загрызли ребенка в Оренбурге, после чего терпение лопнуло. Собственно, появился вот этот законопроект с поправками, где прописано, что главы регионов получат право самостоятельно принимать решение о том, какая политика должна проводиться на их территории в отношении бродячих животных, включая эвтаназию отловленных псов. Вот 3 мая его и обсуждали с представителями субъектов Российской Федерации. Законопроект получил полную поддержку от регионов, против выступили только 2. Санкт-Петербург и Нижегородская область. Представители этих субъектов заявили, что закон Бурматова работает. Если собачьей проблемой заниматься, а не бесконечно жаловаться в средства массовой информации, что у меня, мол, руки связаны. 16 мая его будут рассматривать на заседании Госдумы Российской Федерации в первом чтении. Примечательный факт. От Якутии не приехал никто. Ни Илтумен, ни представители правительства, ни представители мэрии Якутска. Даже депутат Госдумы Сардана Авксентьева, хоть числится одним из авторов законопроекта, не пришла. Присутствовали только постоянно проживающая в Москве Галина Данчикова, бывший премьер республики, а ныне депутат от «Единой России». Но она, похоже, даже не выступала, просидела, не проронив ни слова. От собачьего вопроса перейдем к жизни собачьей. Жители 17-го квартала города Якутска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, призывая обратить внимание на те ужасающие условия, в которых они вынуждены проживать. Не проживать, существовать. Условия эти были ужасными еще до весны текущего года. 17-й квартал давно практически официально является антивизиткой города Якутска. Такое полупризнанное гетто. Но нынче городские власти превзошли сами себя и стало еще хуже. Из-за того, что снег на 17-м квартале в нужных объемах не вывозился, а работы по откачке талых вод производились неорганизованно, деревянные двухэтажки квартала просто утонули. Причем вода идет в квартиры первых этажей с загаженных дворов, неся с собой жидкие помои, растворенные фекалии и прочие продукты, скажем, жизнедеятельности человека. Что примечательно, демонстрировать все на видео, все эти коммунально-бытовые ужасы жителям не разрешили. Их убедили записывать свое видеообращение в помещении управы строительного округа, а не на натуре. Объяснили это тем, что иначе получится не видеооткрытка Владимиру Владимировичу Путину, а несанкционированное публичное мероприятие. То есть митинг. И за это, конечно же, полицейские всех повяжут. Путину, правда, записывают подобные массовые видео по всей стране и как-то нигде это митингами не объявляли. Ну, почти нигде. Мы, жители 2, 4, 16 и 17 кварталов города Якутской республики Саха-Якутия, обращаемся к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Я не знаю, увидит ли Владимир Владимирович этот нехудожественный фильм из Якутии, потому что ему подобные видеообращения отправляют со всей страны, сомневаюсь, что он их смотрит. Но вот глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин видео из Якутии увидел. Другое, правда, но не менее эмоциональное. Увидел Бастрыкин девочку Еву, плавающую в своей квартире по улице Космонавтов в тазике. Ну, потому что квартиру затопило, а ребенку надо добраться до туалета. Якутская мини-версия «Титаника» Бастрыкина зацепила. Результатом стало требование к руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Якутии провести проверку на предмет несоблюдения прав граждан в столице Алмазной Республики. Что примечательно, самостоятельного желания провести подобную проверку Виталий Кондратенко, глава Следственного управления Якутии, не проявил. Только по команде сверху. Впрочем, все это было еще на позапрошлой неделе, а на минувшей, которую мы обсуждаем, история получила продолжение. В аккаунтах, связанных со Следкомом, появилось сообщение о том, что проверки и доклады от господина Кондратенко для Бастрыкина будет мало. Нужно еще и уголовное дело.
Из пресс-релиза Следственного комитета следует, что речь идет не об одной квартире, затопленной в результате халатности или бездействия окружной администрации города Якутска, либо управляющей компании. 17-й квартал обслуживает управляющая компания «Юнион». Формулировка звучит шире. Там говорится, что председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с публикациями о нарушении прав жильцов аварийных домов в городе Якутске. И далее там говорится, что в СМИ, социальных сетях опубликована информация о, цитирую, длительном непринятии мер к расселению ветхих и аварийных многоквартирных домов в городе Якутске, Республике Саха-Якутия. Почему я акцентирую внимание? Потому что, во-первых, речь идет не об одном частном случае, и, во-вторых, за расселение ветхих аварийных домов несут ответственность и муниципалитет, и республика. И еще вопрос, кто больше, поскольку мэрия, как правило, только осваивает средства, выделенные ей из общего куска, который региональные власти сумели выцарапать из федеральной казны в рамках соответствующей федеральной программы или инфраструктурного кредита. Поэтому все сейчас затаили дыхание. Какие чиновники пойдут козлами отпущения? Государственные или все-таки муниципальные? Впрочем, и у тех, и у других чиновников сейчас и так забот хватает. Вот-вот начнет скрываться Лена и другие реки. Нас ждет прохождение ледохода, ждут угрозы заторов, подъем воды до критических отметок и выше, подтопление населенных пунктов и прочие прелести весны в Якутии. Уже сейчас поступает информация о том, что вешние воды размывают целые дороги, а ведь природа еще толком ничего не начинала. Учитывая, как плохо столица республики справилась с пропуском талых вод, согласитесь, есть повод чувствовать некоторую, скажем так, тревожность. Насколько готово руководство города Якутска к паводку 2023? Мэр города Евгений Григорьев, отвечая на этот вопрос, проявил себя сущим спартанцем. То есть ответил коротко и лаконично. Прогноз на прохождение этого паводка в Якутске? Нормально будет. Евгений Николаевич, я все-таки немного тревожусь. Точно нормально будет? Нормально, говорю, все. Не могу сказать, что отлегло, но будем надеяться на лучшее. Это была сумма новостей, обзор примечательных событий минувшей недели от Виталия Обедина. Хороших вам рабочих будней, удачных вслед за ними выходных. А если такой формат окажется интересным, то увидимся на следующей неделе. Наилучшего!